не говоря даже о пользе, о знаниях, о нашем укреплении братских отношений, просто вот факт того, что мы собрались, уже это баракат. Потому что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, вот такой хороший маджлис, хорошее мероприятие, оно стирает грехи тысячи плохих маджлисов. Мы часто не задумываемся. Представьте себе, за целый день мы можем с кем только не увидеться, кого только не обсудить. Много чего, много мероприятий, посиделок у нас бывает. Ва алейкум ассалам. Много бывает мероприятий, в которых мы какой-то греховный поступок делаем. И представьте себе, вот один раз вот так собраться, мы же за одно мероприятие не один же только грех можем сделать, там тысячи грехов можем сделать. И нам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, одно такое мероприятие не тысячи грехов смывает, а тысячи мероприятий, в которых греховные поступки были. Представьте. Еще раз хочу повторить, не тысячи грехов. За одно мероприятие мы можем достаточное количество грехов получить, да? Тысячи вот таких плохих мероприятий, говорит, смывает. Один вот такой хороший маджлис. Помимо этого, то, что мы объединяемся, то, что мы укрепляемся, касательно этого Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Священном Коране сказал, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан». Вы держитесь, говорит Аллах, за единство. Держитесь за веру. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Держитесь за религию, говорит, джами'ан, вместе. «Валя тафарраку», и вы не разделяйтесь. То есть, очень приветствуется и преимущество всегда в исламе дается джамаату, нежели одному человеку, одиночку. Вот посмотрите, даже джамаат намаз, в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, говорится, почему в некоторых версиях хадиса говорится 25, некоторых 27, некоторых 29 раз дороже, чем в одиночку сделанный намаз. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, когда человек только из дома вышел, посмотрите, как Аллаху любимо вот все коллективное, то, что собираются люди, объединяются, нежели в одиночку то, что делается. Когда, говорит, человек только вышел из дома для того, чтобы посетить мечеть, и его ничто иное не вытащило из дома, кроме как ради довольства Аллаха совершить в коллективе джамаати намаз, за каждый его шаг, говорит, за каждый его шаг Аллах Всевышний будет возвеличивать его степень. Вот перед Аллахом дорожа человека возвеличивать с каждым шагом. И также с каждым шагом ему, говорит, прощается грех. Теперь просто если задуматься, вот если мы живем, ну, грубо говоря, в километре от мечети. Представьте, если мы идем из дома в мечеть, ну, легкими такими шагами, спокойно, неторопливо, как говорится, не широко шагая, полуметровыми шагами, если километр, это 2000 шагов, так же получается. Теперь просчитайте, 2000 шагов человек, если один раз с дома в мечеть пойдет пешком, 2000 степеней Аллах ему возвеличивает. На 2000 уровней, на 2000 дорожа Аллах его к себе приближает. 2000 грехов Аллах ему очищает за то, что он идет. Далее, говорит, когда он войдет в мечеть, говорит, если он просто сядет и ждет намаза, ждет наступления следующего намаза, допустим, за полчаса пришел, если он никому не вредит, он если плохое, дурное что-то не произносит, если он никого не обсуждает с плохой стороны, просто он прибывает, сел в мечети, ничего не делает, ему записывается, как будто все это время он в намазе находится. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Как будто, говорит, все это время он в намазе находится, ему запишется. Проходите, вот здесь свободные места есть. И представьте, вот человек совершил намаз, и никого не мешая, никого не обижая, сидит, ждет, допустим, наступления своего обязательного намаза или следующего намаза. Вот сколько времени он ждет, как будто внутри намаза, он как будто все это время намазы совершал, ему Всевышний Аллах записывает вот такое вознаграждение. Из-за джамаата. Аллах побуждает нас держаться коллектива. Поэтому это очень ценно. Пятничный намаз, почему он ценный? Потому что мы вновь друг друга видим, наше братство укрепляется, единство укрепляется, и это все приветствуется. Говорится, что во время пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда он из Мекки в Медину переселился,
он не стал искать место, где он остановится, где его сподвижники остановятся, где он будет жить. Он первым делом начал искать место для строительства мечети. Почему? Чтобы вокруг мечети, вокруг дома Аллаха, как Аллах в Коране говорит, чтобы объединить весь джамаат. Люди еще не знают сегодня ночью, где они будут ночевать, но они уже думают, где они построят мечеть, чтобы объединяться там, чтобы собираться там. И это очень любимо и ценно перед Всевышним Аллахом. Настолько Аллах любит, чтобы мы объединялись, чтобы мы укрепляли отношения, что в других ситуациях недозволенная вещь – это обман. Мы знаем, когда у пророка, алейхиссалату вассалям, спрашивали, может ли мусульманин быть трусливым, он сказал, бывает такое. Перечисляли определенные какие-то грехи и говорили, допустимо ли это мусульманину. Пророк, конечно, не дозволял эти грехи, но говорил, что такое бывает. Но когда спросили, а может ли мусульманин врать, он сказал, нет. Это не признак верующего человека. Он как бы отрезал раз и навсегда, что обман – это не признак мусульман. Даже настолько мерзкий грех, как обман, который пророк, саллиллаху даже назвал, что это не признак верующего. Когда два брата между собой в конфликте находятся, Аллах Всевышний говорит, даже ценой обмана примирите этих людей. Говорит. То есть Аллах нам разрешает, допустим, два человека не разговаривают, чтобы мы к одному пошли и начали про другого хорошее говорить, даже того, что нету. Сказать, например, он сильно переживает, он вообще после того, как с тобой конфликт получился, он ищет пути, как с тобой помириться. Даже если такого близко нету, чтобы его сердце смягчилось в адрес своего брата, ты, обманывая даже его, призываешь и побуждаешь, чтобы они помирились. Потом идешь ко второму, то же самое говоришь о первом. Вот так Аллах Всевышний говорит, даже запрещенное в другое время, вот даже к обману прибегайте, говорит, но двоих братьев между собой помирите. Есть священные дни ночи, например, такие как Лайлятуль Кадр, там ночь Лайлятуль Рагайб, Лайлятуль Бараат, есть месяц Рамадан, есть день Арафа. Разные ценные священные дни и ночи бывают. И есть отдельные такие ночи, когда в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, говорится, Лайлятуль Бараат, например, это ночь в середине месяца Шаабан, перед Рамадан месяцем, который месяц. Это ценная ночь. Одна из 5 ночей, когда Аллах непременно дуа принимает. Но говорится, у 2 категорий людей дуа не примет Аллах в эту ночь. Первая категория – это мушрик. Тот, кто Аллаху сотоварища предавал. Ну, неверующий человек, не мусульманин. Человек, который идолам поклонялся, который наряду с Аллахом кого-то еще какие-то божества оставил и так далее. Вот этой категории Аллах говорит, грехи не прощает. И вторая категория – это мушахин. Мушахин – это человек, в сердце которого есть ненависть к другому. Представьте себе, в одном хадисе упоминает пророк, саллиллаху алейхи вассалям, наряду с многобожником, упоминает другого, даже верующего, но в сердце которого есть какая-то вражда, какая-то ненависть к другим людям. Вот как Аллаху это нелюбимо. И вот у этих двоих, говорит, дуа не примет Аллах. У остальных всех, говорит, принимает, какой бы он грешный ни был. Поэтому во многих примерах из жизни пророка, алейхиссалату вассалям, даже вот мы говорим о переселении из Мекки в Медину. В Медине жили 2 племени Аус и Хазрадж. Вот этот аят, в котором говорится, объединяйтесь, держитесь за единство и не разделяйтесь, говорится, что причина ниспослания этого аята были вот эти 2 племени Аус и Хазрадж. И тогда в некоторых источниках разные даты передают, толкователи Корана говорят, что более 120 лет между 2 племенами была вражда. Более 120 лет. То есть дети рождались, уже им с детства прививали вражду и ненависть к этому племени. Вот так они, Аус и Хазрадж, между собой враждовали. Но когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, к ним пришел и поведал о Всевышнем, поведал, что они братья. «Иннамаль му'минуна ихва», говорит Всевышний Аллах в Священном Коране. Поистине все верующие, они братья, говорит. «Фааслиху байна ахавайкум», так примиряйте же между собой братьев, Аллах побуждает. И когда пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал им о Всевышнем, когда они уверовали, он им дал понять, что вот этой вражде места нет в исламе. И они ради Аллаха друг друга полюбили. Он вот так братал между собой одного и другого человека. 2 брал между собой и говорил, вы с этого дня названные братья. Вот так это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда человек кому-то вражду испытывает, это противоречит
нраву пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Как бы это банально не звучало для некоторых, но это недопустимо для нас. Недопустимо, если ты кого-то, вот говорится, вот есть книга «Тамбихуль авам иля да'ватил Кур'ан», там приводит автор историю, когда одного человека праведник во сне увидел в раю. Во сне увидел в раю, и приснился пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И вот этому праведнику пророк во сне говорит: найди того, такого-то, определенно указывая на третье лицо, и обрадуй его, что ему Аллах его сделает из обитателей рая. При жизни уже обещает рай во сне. А в хадисе пророка говорится, если пророк во сне пришел, то как будто это на его он пришел. То есть это не может быть кто-то другой, это не может быть шайтан в облике пророка. И теперь этот праведник просыпается, находит того человека, а тот человек обычный человек. Он ничем особо благими деяниями не выделялся, ничего особенного в его жизни не было. И теперь он находит его и говорит: посланник Аллаха во сне ко мне пришел, и он обрадовал тебя и передал через меня тебе, что ты будешь в раю. Потом у того спрашивает: а что ты особого такого совершил? Что такое есть в твоей жизни, что тебе Аллах мог такое вознаграждение дать? И тот тоже улыбнулся, говорит: ты же знаешь, говорит, меня нету особо ничего в моей жизни, какого-то такого деяния, которое другие там не совершали бы. Он целый день, они вместе думали, чем он, намного больше другие люди хорошие поступки совершали. Но в итоге они пришли к тому, что у этого человека была одна особенность. Перед тем, как лечь спать, он делал следующие дуа и говорил: о Аллах, все те люди, которые меня хоть чем-то задели, я прошу тебя, прости этих людей, я им делаю халал, говорит. Он искренне всех прощал, кто его хоть как-то самым малым даже задел. И говорил: о Аллах, если есть люди, которых я обидел, сделай, пожалуйста, так, чтобы они меня тоже вот так же простили. Я не хочу ложиться спать, чтобы кто-то на меня был обижен, чтобы кто-то был в обиде на меня. И я ради твоего удовольствия, всех, кто меня как-то ущемил и задел, я всех прощаю. И за вот этот поступок пророк, саллиллаху алейхи вассалям, еще при жизни передал, что он будет в раю. Там даже не говорится о многочисленных других добрых деяниях. Просто у него было желание никого самого не задеть, а кто его задел, он ради Аллаха прощал. Сам пророк, алейхиссалату вассалям, сегодня часто бывает в интернете нас спрашивают, так задают вопрос. Буквально 3 дня назад одна женщина писала: если, говорит, очень сильно тебя задели, не получается простить, что делать в этом случае, большой ли это грех и так далее. Просто мир же познается в сравнении, говорится. Вот мы можем сидеть и думать, если по 100-бальной шкале на 5 даже нас задели, из 100 на 5, мы можем это все, себя жалеть начинаем, и мы думаем, это вообще тяжкое что-то сделали в наш адрес. Если посмотреть, жизнь пророка, алейхиссалату вассалям, когда он родился сиротой, в 6 лет умерла и мать, он был круглым сиротой, его дяди воспитывали. И один из самых близких, любимых для него дяди был дядя Хамза, радийаллаху анху. Он его всегда во всем поддерживал. И на тот момент неверующие были руководители среди племени курайшитов Абу Суфьян. Он в последующем принял ислам, но он большую часть времени он враждовал с пророком, саллиллаху алейхи. Абу Суфьян и его жена Хинд. Это 2 человека, которые ненавидели пророка, саллиллаху алейхи. И что делает теперь эта Хинд, женщина? Она нанимает одного раба по имени Вахши, который вообще очень сильно хотел освободиться из рабства. Она знала, как сильно он хочет свободы, чтобы его выпустили из рабства. И она сказала: я освобожу тебя из рабства. Более того, я тебе еще кучу драгоценностей дам, если ты убьешь этого дядю пророка Хамзу. Он принял это предложение. Он был искусным метателем копий. И в одном из сражений, в битве при Ухуде, он своим копьем проткнул насквозь тело дяди пророка Хамзы, да будет доволен им Аллах. И он убил его. И говорится, чтобы еще больше навредить и сделать больно пророку, саллиллаху алейхи вассалям, Хинд, эта женщина, она подошла к телу Хамзы, она вспорола его живот, достала его печень и начала жевать, чтобы еще больше навредить сердцу пророка, алейхиссалату вассалям. Но посмотрите,
что такое баракат. Баракат все же мы знаем, но хоть мы его не видим, он есть. И говорится, что от того, что она вот эту священную, ценную перед Аллахом печень Хамзы надкусила, вот в нее как бы попала и кровь, и частичка этого великого сподвижника. Аллах в последующем, из-за того, что она дотронулась, вот в ее сердце дал вот этот, вселил веру. Вот так поступил. В книгах пишется, когда человек на джихаде умирает, то его тело не омывают по шариату. Вот как мы, если кто-то из нас сейчас умрет, его должны помыть, в белый саван завернуть и похоронить. Шахидов, которые на джихаде умерли, их не моют. Настолько их кровь даже считается ценной, его не моют, его не заворачивают, как есть в той одежде, даже как есть, его хоронят. Но говорится, несмотря на то, что тела шахидов не омываются, тело Хамзы было омыто слезами пророка, саллиллаху алейхи. Вот так описывается в книгах. Настолько пророк, алейхиссалату вассалям, сильно плакал из-за смерти своего дяди, что его слез, говорит, хватило, чтобы омыть все тело Хамзы. Но в последующем Абу Суфьян, муж этой Хинд, он принимает ислам. Хинд сама принимает ислам. Этот Вахши, раб, которого освободили из рабства за то, что он исполнил это убийство, он тоже принимает ислам. И все они троем приходят к пророку, саллиллаху алейхи, и просят у него прощения. И пророк их принимает. Пророк не то, что принимает, он их радует вестью о том и говорит, с того момента, как вы уверовали и приняли ислам, все ваши предыдущие грехи Аллах простил, смыл. Когда человек в ислам приходит из неислама, будучи там в другой вере или вообще неверии, когда он приходит в ислам, новообращенный мусульманин, Аллах очищает его от всех предыдущих грехов. И он обрадовал. Но настолько ему больно было смотреть на Вахши, когда он видел этого Вахши, он вспоминал убийство своего дяди, и в один момент он не хотел как бы к нему неуважение показать, но сказал, я на тебя смотреть не могу, сказал. И мое сердце разрывается от боли, когда я тебя вижу, я вспоминаю своего дядю. И Вахши, он долго плакал, он не мог вернуть время вспять и исправить свой поступок. Он сильно хотел, чтобы в какой-то момент пророк все-таки его принял. Пророк его и так принял, он его не отвергал. Но он сказал, вот когда ты часто попадаешься мне на глаза, мне тяжело бывает на тебя смотреть. Он намекнул ему, чтобы он часто не попадался на глаза пророка, саллиллаху алейхи. И Вахши очень сильно плакал. Зная, что он теперь ничего с этим не сможет сделать, на нем не было уже этого греха, но он не мог вот это чувство боли из сердца пророка убрать не мог. И всегда пророку вновь и вновь становилось больно, когда он видел Вахши. И Вахши, послушав слова пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, старался не попадаться на глаза посланника Аллаха, алейхиссалату. И он всякий раз ждал, украдкой смотрел и со стороны на посланника Аллаха, и ждал, когда же эта боль пройдет в сердце пророка, когда же пророк вновь его позовет к себе и скажет, вот это все прошло, и еще чуть-чуть приблизит к себе. Но он этого не дождался. Он не дождался, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, перешел из этого мира. Посмотрите, даже такого человека, который ему такую боль доставил, и доставив боль, он после этого тоже не хотел его задеть. Он же не сказал его, прогоняя там, ступай прочь, я тебя не хочу больше в жизни видеть. Он ему просто намекнул мягко, с уважением, сказал, мое сердце переполняется болью, когда я смотрю на тебя. Даже в этом случае он мягко к нему обратился и спросил. Поэтому, дорогие братья, как я уже обещал, очень не затягивать, много не хотел говорить. Вот таких историй очень много. Таких историй очень много, где религия побуждает нас объединяться, побуждает нас укреплять братскую любовь, братские отношения. Побуждает нас, бывали случаи, когда, вот возьмем пример уважения, тактичности, когда вот среди нас вот взрослое, старшее поколение тоже находятся. Вот Хасан и Хусейн, два внука пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был случай, когда они увидели, что один взрослый мужчина совершает омовение неправильно. Но от уважения к нему они постеснялись ему прямо об этом сказать. И они такую вещь между собой придумали, чтобы не задеть этого, не оскорбить и неуважение к нему, чтобы не получилось. Они подошли к этому старику и сказали,
Вот у нас с братом возник, говорит, спор, кто из нас правильно совершает омовение. У этого старика говорит, посмотри, пожалуйста, и ты рассуди, подскажи, а то мы не знаем, кто из нас прав. Вот на такую хитрость они пошли. И когда оба перед ним совершили омовение, этот старик сказал, вы-то оба правильно совершаете. Я сейчас понял, что, оказывается, я неправильно совершал. Посмотрите, как деликатно, красиво, тактично они подошли к этому вопросу. Вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, «Иннама бу'исту ли утаммима макарим аль-ахляк». Для чего меня Аллах к вам, к людям отправил? Какая вообще цель, какой смысл от этого пророчества? Укрепление, говорит, и доведение до совершенства нравственных качеств людей. Вот вообще наша религия, через пророка, которая к нам пришла, от нее суть, цель какая? Доведение наших нравственных качеств до совершенства, до идеала. То есть каждый шаг в нашей религии, намазы, садака, ураза, хадж, любой аспект нашей религии возьмите, он должен в нас вырабатывать нравственность. Он должен делать нас лучше, чем мы есть на самом деле. Если ты делаешь намаз, говорит пророк, саллиллаху, если твой намаз тебя изнутри лучше не делает, если твой намаз тебя не меняет в лучшую сторону, значит, что-то с ним не так, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи. Намаз, который тебя не приближает к Аллаху, он только отдалять будет тебя от Аллаха. То есть ты делаешь этот намаз, вроде бы ты те же поклоны, те же суры читаешь, но ты не меняешься в лучшую сторону. Значит, с этим намазом что-то не так, говорит посланник Аллаха. Инна салята танха аниль фахшаи валь мункари. Ваш намаз, который вы полноценно делаете, говорит посланник Аллаха. В Коране Аллах говорит. Полноценно сделанный намаз, он вас будет отдалять от всего пагубного и мерзкого. То есть человек, который должным образом намаз совершает, он потихоньку от грехов все равно отдаляется. Либо у него духовная составляющая намаза, с ней что-то не так, он не понимает. Что такое намаз? Это же не просто свод сур, комплекс там каких-то поклонов, телодвижений. Намаз — это твоя репетиция судного дня. Чтобы ты когда ты можешь горделиво, с высоко поднятой головой, выше себя, никого не видишь, себя выше всех ставишь, но когда ты в намаз вступаешь, как ты становишься в намазе? Ты опускаешь свою голову, смиренно, не двигаясь, ноги ставишь чуть уже, да, на размер пяди, потому что слишком широко расставлены ноги, это тоже высокомерная поза. Слишком поднятая голова, это тоже высокомерно. Почему? Чтобы ты свою рабственность познал. Ты раб. Ты в 5 раз в день себе напоминаешь, что ты творение, раб Всевышнего Аллаха. И когда ты стоишь перед Аллахом, вот представь, что ты в судный день, когда Аллах тебя воскресит, как ты будешь перед Ним стоять? Когда перед тобой огромную гору грехов твоих поставят, и все, ты жизнь уже прожил, у тебя нет времени, чтобы какие-то благие деяния еще совершить, ты не можешь туда вернуться. И все, есть теперь у тебя небольшой промежуток времени, за который ты можешь что-нибудь хорошее хотя бы сделать. И ты вспоминаешь, что Коран, суратуль Фатиха, Аль-Хам, это речь Аллаха, это самая ценная сура. И чтобы единственное что-то хорошее, что ты сейчас можешь сделать, это начать читать речь Аллаха. Этим языком ты читаешь речь Всевышнего Аллаха, чтобы хоть как-то Аллах, его гнев уменьшился на тебя, чтобы хоть еще чуть-чуть довольство Аллаха вызвать. И когда ты стоишь, ты читаешь суру, ты читаешь речь Аллаха, тебе стыдно перед Аллахом за свои грехи, за то, что ты людей притеснял, за то, что ты мешал, за то, что ты себе вредил, за то, что ты другим вредил. Потом, чтобы тебе менее стыдно было, ты идешь в поклон, как раб преклоняется перед кем-то. Ты идешь в поклон. Затем ты выпрямляешься и идешь, еще больше себя принижаешь. Идешь теперь не в поясной, а в земной поклон. И самое прекрасное, то, что Аллах сотворил человека, это самое красивое, это его лицо. Ты его ставишь на самую нижнюю точку, перед Аллахом сужда становишься и показываешь, я никто перед Всевышним Аллахом, я раб его, я немощный и слабый без Аллаха, я ни на что не способен. И вот так 5 раз в день ты себе напоминаешь, чтобы между намазами где-то твое высокомерие верх не взяло. Ты же только что стоял на молитвенном коврике, как раб. Как ты можешь дать салам и себя вести, как будто ты властелин этого мира? Ты только что этим языком читал самое лучшее, это речь Всевышнего Аллаха.
Как ты можешь этим же языком теперь грязью поливать кого-то, плохо что-то говорить, скверное произносить, матерное произносить? Вот это осознание вот такого намаза, вот оно тебя будет делать лучше. Возьмем, к примеру, садака. Для чего это садака? Чтобы человек боролся со своей жадностью. Посмотрите, в хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, садака ничуть не уменьшает имущество. Любой, вот кто здесь сидит, если хочет, проверить. Был один праведник, который в своей жизни очень сильно разбогател. Его спросили, ты же не был таким богатым, как ты разбогател? Он говорит, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе же обещает и говорит, что садака ничуть не уменьшает имущество. Я, говорит, для себя эксперимент сделал, хотел соревноваться со Всевышним. В такой образном смысле говорит. Я хотел посоревноваться со Всевышним, кто из нас больше может пожертвовать. Я начал расходовать, Аллах меня отправлял еще больше. Я теперь начал, чем Аллах отправил, еще больше начал давать. Аллах еще больше отправлял, говорит. И чем больше я давал, тем больше Аллах меня отправлял. Вот так Аллах меня победил, говорит, в этом состязании. То есть он доказал себе, вот борясь со своей жадностью, расходуя больше, тебе больше и приходит. И вместе с этим ты же вот сострадание, любовь к другим, слабым, больным, бедным, вот это чувство милосердия тоже увеличивается. Возьмем, к примеру, хадж. Когда мужчины в одной ткани, хоть ты правитель, хоть ты раб, хоть ты там чемпион мира, кто бы ты ни был, все в одном одеянии, все в одной одежде, показывают социальное, несмотря даже на твой статус, что все перед Аллахом равны. А уровень, у кого выше перед Аллахом степень, у кого ниже, нам неизвестно. И вот так каждый аспект нашей религии, он должен в нас увеличивать нравственность. Нас лучше делать. Человек, который себя позиционирует как мусульманин, соблюдает, где-то больше, где-то меньше старается, но вместе с этим отношения не улучшает, к людям лучше не относится, к Аллаху лучше не относится, к окружающим, у него его сердце такое же замершее, какое было, то он это богослужение, это для него индикатор, для него сигнал. Его богослужение может не приниматься Всевышним Аллахом. Поэтому пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа поклоняющихся людей, и поклонение которых правильно совершается, поклонение которых изменяет, улучшает нас в лучшую сторону, поклонение которых в нас, предыдущие истории, которые мы рассказывали, и тактичность, отношение мягкое друг к другу, уважение к старшим, милосердие к младшим, те, кто тебя притеснили, чтобы к ним даже каким-то состраданием, с жалостью, чтобы человек относился. Каким был пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, чтобы такими максимально мы тоже старались становиться, иншаллах. Пусть Аллах нам в этом поможет. Так, суал, джаваб, вопросы. Что намаза касается этого вопроса. Пожалуйста. Насчет, пропустил человек намаз, да? Ага. Так получилось, что он пропустил, а не должен. Да. Это минута отмазки. Ага. Есть, если ты проспал там или что-то, пропустил намаз. Наступило время фарза, последующего намаза. Надо фарз намаз сначала совершить, или тот, который ты уже пропустил намаз. Какой из них первый совершается намаз? Хороший вопрос. Если у нас, допустим, время обеденного намаза прошло, Да. Допустим, человек пропустил обеденный намаз. Да, азан дали уже после обеда. Азан дали уже после обеденный, аср намаз наступил. Теперь возникает вопрос, нам сначала аср делать после обеденный, Да. либо зухр, пропущенный обеденный. Если асра время только наступило, допустим, сегодня там 2 с чем-то, 2, округлим, 2 часа наступило, только аср прочитали, нам нужно сначала совершить возмещающий, потому что он у нас в долгу. Асра время еще есть, и тот, который мы пропустили, тем более без причины, мы обязаны как можно быстрее, и его в приоритете мы держим. Сначала мы отдаем долг. Как? Таубу намаз совершить. Таубу намаз. Нет. Таубу намаз это отдельно. Таубу ты отдельно делаешь сердцем,
покаяние за то, что ты его пропустил без причины. Но ты его совершаешь не как таубу намаз, ты его совершаешь просто тот же обеденный, но возмещающий намаз, да. Но такой есть нюанс. Если, допустим, уже не 2 часа, допустим, аср после обеденный наступил и уже давно наступил, и теперь его время тоже подходит к концу, и уже совсем чуть-чуть осталось до вечернего. Если ты сейчас начнешь возмещать обеденный, аср тоже ты пропустишь, пока ты обеденный будешь совершать. Понял же пример? В этом случае ты сначала аср делаешь своевременный, чтобы он тоже не вышел, а потом обеденный возмещаешь. То есть это зависит от временного промежутка. Если только наступил аср, ты возмещаешь предыдущий. Если аср тоже выходит уже, тогда сначала его совершить, чтобы он хотя бы в свое время получился, а после него обеденный совершается. Ответил? А если ты в джамаате и видишь, что уже джамаат идет, то желательно делать фарс, а потом возмещаешь. Еще раз? Допустим, ты аср наступил, и ты уже понимаешь, что джамаат собирается. На аср? Да, на Да. аср. Не лучше делать фарс, а потом возмещаешь. Или лучше будет все-таки возместить, а потом фарс. Чтобы джамаат не упустить, ты можешь с ними джамаат совершить тоже. Правильнее будет делать джамаат. Но ты можешь с джамаатом вместе обеденный тоже сделать. Если они даже аср делают, ты свой обеденный вместе с ними тоже можешь сделать. Обеденный возмещаешь просто в То есть джамате. возмещаю Да, джамаате, да, а потом да, делаю да, аср. да, так тоже Либо можно. один, либо опять. Так тоже можно, да. Честно сказать, Мухаммад, до сегодняшнего дня думал, что вперед делается тот, который уже наступил. Потому что Хамад прозвучал, говорят, ты его обязан сделать намаз. Всегда Если, так. и вот то, что вот брат спрашивает, если у тебя есть Например, джамаат, пропущенный намаз, допустим, после Хамада ты должен идти делать намаз. да. Правильно? Мне говорили так, что ты делаешь этот намаз, а тот, как пропущенный уже, ты после него. И в вопросе, Я думал, Есть еще такой хадис, да? Пока ты не возместишь пропущенный намаз, фарз намаз не является действительным, например. Если вот как ты говоришь, например, и время, если все, да, ты сначала это делаешь, а потом возмещаешь. Есть такой хадис, что тот намаз, который фарз уже наступил, не является действительным, пока ты не совершил, который ты уже пропустил намаз. я такой хадис нигде не слышал, и вряд ли он будет... Я интересуюсь. Да, я понял, я же говорю, нет такого хадиса, я не могу сказать это, я должен все хадисы знать, да? Я не сталкивался с таким хадисом, но из того, что сейчас я ответил тебе, но сказать, что если ты все-таки аср вперед поставил и его начал совершать, что он не засчитается, пока ты зухр не возместил, по смыслу так не будет. Он будет считаться действительным. Он будет считаться действительным, но в приоритете ты держишь сначала возмещение. Касательно джамаата, это уже другой вопрос. Вот здесь, если джамаат уже аср прочитали и все на аср стали, какой тут лучше возместить, это надо посмотреть. Я посмотрю, иншаллах, уточню к следующему этому собранию, или я в группу кому-нибудь скину. До сегодняшнего дня я думал, так как, а вот сейчас я слышу от тебя. Если, нет, другое нет, я на твой вопрос с хаматом и джамаатом я не отвечаю сейчас. Я узнаю ответ, потому что... А если в одиночку, тут брат задал вопрос просто, вот ты у себя дома пропустил, тебе здесь безусловно сначала надо возместить обеденный, потом аср делать. Это если ты в одиночку. Но в джамаате, там тоже безусловно ты должен стать джамаатом. Вопрос, лучше ли вместе с ними аср сделать, или же свой зухр сделать за его асром, это я уточню, брат, это я сейчас не могу ответить пока. В любом случае полноценный намаз. Давай я отвечу. Если уже наступило это время, пока я еще выеду с города, например, да? Ты закончил вопрос? Да. Сейчас я уточню. Смотри, сафар, намаз, имеется в виду возможность сокращать и переносить намаз, когда ты в дороге находишься. Условие у этого, чтобы твой сафар был более 82 километров. То есть, грубо говоря, отсюда в Каспийск, отсюда в Хасавюрт или в Кизилюрт выезжая, ты не можешь сокращать, переносить, потому что там нет 82 километров. Если, как ты привел пример, с Махачкалы в Лакский район ты выезжаешь, есть там около 150, значит более 80, значит уже по этому признаку твой сафар уже относится. Это условие у тебя учтено. Второе условие, чтобы сафар был дозволенный. Например, если ты едешь отсюда вот туда, чтобы там кого-то притеснить, что-то украсть. Допустим, ты договорился, да, условно говоря,
собираемся там, кого-то побьем, например, да? Ну, бывает же такое, например, сегодня... Да, не, например, сегодня есть вот очень актуально, например, да, ты едешь на бои куда-то, например, да, идешь там, едешь в Дубай смотреть бои UFC, как друг друга избивают. Это недозволенный сафар. Ты там не можешь сокращать, переносить намаз. Понял же? Или вот какая-то... Да, вот ты, короче, с кем-то договорился, там в Москве у кого-то что-то кинуть, например, да, отсюда выезжаешь, человек же все равно должен намаз делать. Сокращая, перенося, нельзя делать ему намаз. То есть цель твоего сафара, она должна быть дозволенной. Не харамный. Если вот твой сафар дозволенный, допустим, женщин вопрос тоже. Женщины выезжают в сафар, там, Турцию, Азербайджан, покупки, товары и так далее, без махрама. Ей нельзя там сокращать, переносить намаз. А она сокращает. Вот этот момент не учитывает. Поэтому, когда ты выехал, теперь, если все условия соответствуют, у тебя дозволенный халал, сафар и так далее, вот ты акцент сделал, если уже наступило время обеденного или же не наступило. Не зависит. Вот, допустим, 12 часов обеденный намаз, грубо говоря. Если ты в 11:45 выехал, либо ты в 12:15 даже выехал, неважно. Условие, чтобы вот граница Махачкалы, вот твой населенный пункт это Махачкала. Ты как только границу Махачкалы пересек, все, там ты уже можешь сокращать и переносить. Даже если у тебя, вот ты выезжаешь в Лакский район, доехал до границы, пока ты в Махачкале был, обеденный азан прочитали. И ты прочитали через 10-15 минут, даже через полчаса. Ты выехал. Все, как ты границу пересек Махачкалы, ты можешь, теперь вот выезжая отсюда, вот, допустим, до Каспийска доезжая, там есть придорожная мечеть, ты можешь туда заехать, 2 раката обеденного, и сразу 2 раката после обеденного вместе с ним совершить. Да. Так можно. Либо ты можешь отложить обеденный на послеобеденный, и потом с асром вместе совершить. Дозволяется. То же самое обратно, когда ты ехал. Допустим, ты доехал до Каспийска, и вот-вот сейчас вечерний наступит намаз. Ты ждешь в Каспийске наступления вечернего. Если ты заедешь в Махачкалу, то все, ты уже должен 3 раката вечернего совершить, подождать ночной, и в ночной тоже 4 совершить. Ты уже заехал. Да, а если ты дождался вечернего на границе с Махачкалой, не въехал в территорию Махачкалы, только прочитали вечерний, ты можешь 3 раката вечернего совершить, сразу 2 раката ночного совершить. И заезжаешь в город. Потом ход ночной наступит, у тебя уже ночной выполнен, совершен. Вот так разрешается. Ответил на твой вопрос? Пока я с дома вышел, уже начался сафар. Я, находясь в Махачкале, делаю то же самое. Нет. Смотрите, если ты выезжаешь из Махачкалы в Лакский район, ты смотришь, 82 это ориентир, чтобы знать вообще в пути, можно сокращать или нет. Это просто расстояние, ориентир. Если там между пунктом А и между пунктом Б 82 есть, это значит, как только ты из этого пункта А выехал, сразу ты можешь сокращать. То есть такого нет, что ты из Махачкалы отмеряешь, где там 82, и там дальше сокращаешь. Ты можешь сразу из Махачкалы выехал сокращать, но не из дома. То есть населенный пункт. Именно границы города. Вот сейчас, например, вот раньше в Ленинкенте можно было сокращать и переносить. Из Махачкалы выезжая, Ленинкент, это уже была отдельная территория. Это был поселок городского типа. Сейчас, вот кто в Буйнакский перевал доезжает, вы там, наверное, видели, сейчас уже табличку Махачкала, конец Махачкалы, туда поставили. Если уже теперь уже Ленинкент часть Махачкалы. Отсюда значит, что уже в Ленинкент доехал, ты уже не можешь сокращать. Ты должен за перевал, за черту Махачкалы дальше выехать тоже. То же самое, например, где вот Махачкала, Каспийск. В Каспийске. Поняли этот момент или нет? Из дома, сейчас я резюмирую, из дома, выходя в сафар, в этом же городе, не покидая свой город, сокращать, переносить никак нельзя. Совершать. Нельзя сокращать и переносить. Если, например, сейчас 12-15, условно говоря, обеденный уже наступил, либо ты в Махачкале совершаешь свои 4 раката, либо ты за Махачкалу выезжаешь и там совершаешь 2 плюс 2 аср. Но из дома выехал в Махачкале, допустим, тут из Махачкалы не покинул границы Махачкалы, там же внутри уже начать сокращать, переносить не дозволяется. Так не получается, потому что ты в сафар не выехал. В сафаре ты будешь, ты еще дома. В сафаре ты, когда границу, черту города пересек.
Вот У он нас такой уже вопрос 40 с задает. чем-то тоже говорят, если вот Нет. там- В нашем мазхабе 83 километра. У тебя Пункт А, от пункта А до пункта Б это рассматривается ближайшая граница, эта граница до этой ближайшей границы. Вот, вот расстояние. у тебя не идет, сафар не идет. Получается, сафар, если я в редукторной приехал. Не идет. Вот ты любую точку Махачкалы возьми, где бы ты ни жил, ты измеряешь только из крайней границы. Вот если Хасавюрт, крайняя граница Махачкалы, ближайшая к Хасавюрту. Оттуда измеряется. Но здесь такой нюанс есть. Если ты выезжаешь по другой какой-то дороге, допустим, есть одна дорога короткая, она, допустим, 70 километров, другая дорога длинная, она 90 километров. Ты, если не умышленно, специально подгоняешь, тебе реально отсюда нужно, если поехать, тебе дозволяется сокращать переносить. То есть от пункта А до пункта Б, вот твой путь, который ты по факту проходишь, вот этот километраж считай. Все корни наши в горах, с этим спора нет. Ну, например, ты переехал, живешь, расположился в Махачкале, то есть заработок, работа, семья, жена, дети, все в Махачкале. Здесь у тебя, да, отцовский дом. Это не умаляет достоинство твоей малой родины, это не умаляет твое уважение и любовь к ней. Но вопрос идет, имеется в виду быта. Твой быт весь идет в Махачкале. Значит, здесь ты будешь в сафари. Если, например, человек живет в селе, жил всегда в селе, учился, все, периодически едет в город, но возвращается в село. Его, даже если он в городе большую часть недели будет, но он возвращается сюда, как вот свое место, вот его пристанище, как говорится, да, здесь его семья и так далее, и так далее. Он будет здесь дома, здесь будет сафари. То есть это надо от человека посмотреть. Не самообманом заниматься, да, например, да. Если у него все здесь, в Махачкале, он сюда едет, он здесь находится, там, день, два, три, он здесь тоже сокращает, переносит, проблем нет. Это предательством, например, вот ты едешь там к отцовскому дому, к отцовскому родному селу, это предательством не является. Просто сегодня реалии таковы, что ты в Махачкале, ты махачкалинец по факту. Тогда ты в Махачкале не сокращаешь и не переносишь, это твой ватан, а здесь ты уже сокращаешь и переносишь. Несмотря на то, что пусть даже ты это место любишь больше, чем это даже, по факту место твоего жилья и пребывания. Вот это рассматривается. И там же в этом же вопросе такой вот как под вопрос. Ну, после обеденной аср объединил, а вечерний ночной там решил сделать полноценный. То есть вопрос, можно ли, будучи в сафари, совершать намазы не сокращая, а полноценно? Можно, проблем нет. Но предпочтение отдается сокращению. Потому что в мазхабе Абу Ханифы, рахимахуллах, у них нет объединения. Джамаа нет, у них есть каср, сокращение. И у них сокращение обязательно. Например, ханафиты, они обязаны только 2 делать, 4 им нельзя. Нам все-таки желательно это. Тем более, когда наш сафар более 120 километров, тогда нам уже предпочтение отдается все-таки сокращать и переносить. Но тут рассматриваешь еще такой нюанс. Если есть имам мечети, джамаати, ты сейчас отдельно, если будешь делать, чуть раскол получается. Тогда, во избежание, опять-таки я же говорил, джамаат, коллектив, он в приоритете. И коллективный приоритет, он выше индивидуального приоритета. Если индивидуально твой намаз, если ты у себя в Унды поехал, и там дома теперь вопрос стоит, 2 сделать или 4, тебе лучше 2 сделать. Но если ты уже в коллективе, в джамаате, тебе лучше не выделяться, наступил обеденный намаз в Ундах, ты делаешь вместе с джамаатом за имамом 4, как он делал, потом отдельно 2 асра тоже делаешь. Ты не выделился, ты просто отдельно свой аср тоже сделал. То здесь ты делаешь, как имам делает, чтобы не создавать такой раздор, разлад. И здесь очень важный нюанс. Если ты в сафаре, путник, а местный имам, он у себя, он делает 4, а тебе же 2 можно, тебе нельзя за ним встать и 2 делать только. Допустим, он 4 ракат делает, ты 2 сделал и салам дал, вышел. Так нельзя. Если ты делаешь намаз за местным, ты должен столько же ракатов, сколько местный делает. Он за тобой может. Он может тебе сказать, ты же в сафари, давай стань вперед. Ты местный, 4 который ракатный, он за 2 ракаты может делать намаз. Когда ты имамом станешь и сделаешь 2 раката, дашь свой салам, остальные 4 ракаты, кто совершает, поднимаются и заканчивают свой 3-й, 4-й. То есть так можно. Местный может сделать за путником, путник тоже может сделать за местным, но только 4 раката уже, но не 2. Раньше имам просто никак выйти из намаза не может. Всегда имам... Тебе априори изначально, сокращая намаз,
делать намаз сокращенно за тем человеком, кто его не сокращает, не получается. Ты обязан только 4. У нас тоже по поводу этого был, да? Были моменты, поэтому вопрос задаем. Это сейчас для многих раскрывается вопрос. Для многих раскрывается. Да. И еще есть, задаешь? Да, говори. Тоже ты мысли закончишь, имам становится либо путник. Нет, вот допустим, ребята приехали для какой-то работы, Ага. есть среди них путник. Ага. У нас с кем-то, вот я один раз был, я говорю, путник Ну вот сейчас становится раскрылся имамом. этот вопрос. Нет, Да. один момент, еще один важный момент. Тут это не означает, что в приоритете поставить имама путника. Это не означает. Если мы коллективно хотим совершить, Да. все вместе, и с нами путник. Но если есть установленный имам ратиб, Нет, без имама, допустим. если вы дома, допустим, не в селе, не в мечети, короче, а вот где-то в джамаате, куда-то на маевку, куда-то поехали, да, грубо говоря, и вы не определили имама там, вам лучше поставить, да, можно мусафира поставить, путника, 2 раката он делает, а остальные за ним. Но если это имам ратиб, установленный имам села, вы ему не говорите, давай, вот он сделает 2 раката, а мы за ним. Он сам может сказать, вы же в сафари, давай я за тобой сделаю, он может уступить. Но это не означает, если есть путник, мы говорим, что местному за путником можно сделать намаз, но не предпочтение, чтобы теперь путника ставили имам. Вот этот важный момент. После слов «Амин» имама, «Раббаль алямин», вот здесь начинаются, да, как бы одни так, другие так. Это вопрос, вокруг которого, да, хороший вопрос, говорит. Вопрос, вокруг которого сделали, настолько его раздули, вот когда говорят из мухи слона, вот как раз об этом вопросе можно здесь сказать, это будет уместно. Сделали из мухи слона, вообще вопрос даже не второстепенный и не третьестепенный даже. Это вообще не принципиальный вопрос. Но из-за внутренних амбиций, особенно молодежи, настолько принципиальным его сделали, уже чуть ли не предметом раздора сделали, да, в обществе нашем. В шафиитском мазхабе, вот как ты озвучил, мы знаем, есть понятие, вот на русском языке мы говорим желательное действие. Но на арабском языке есть несколько видов желательных действий. Например, есть желательное, это сунна. Это не просто желательно, это то, что идет напрямую от пророка, саллаллаху. Есть понятие мустахаб, желательно рекомендованная вещь. Есть понятие адаб, это тоже желательная вещь. Но она до уровня сунны не доходит. Говорит Раббаль алямин, имам Шафи, рахимахуллах, в своей книге Китабуль Ум пишет в разделе завершения суры Аль-Фатиха, он пишет, сунной является сказать амин. Сунной. И мустахаббам, желательно, рекомендовано и, главное, вознаграждаемым поступком является добавить Раббаль алямин хасанан, он говорит. Это приветствуется, говорит, и это вознаграждаемо, говорит. Если человек скажет Раббаль алямин, что означает «О Господь миров», когда мы говорим конец суры Аль-Фатиха, «Ихдина сурат аль-мустаким», «Веди нас прямым путем», это дуа. «О Аллах, веди нас прямым путем». «Сурат аль-ладина ан'амта алейхим», путем тех людей, кого ты облагодетельствовал, тех людей, кого ты наделил своей особой милостью. И в толковании говорится путем пророков, праведников, шахидов, хороших людей. И потом говорите, «Гайрил магдуби алейхим валя далин». Но не путем тех людей, которые находятся под твоим гневом, о Аллах, и не заблудших. То есть веди нас хорошим путем и не веди нас плохим путем. И потом ты говоришь «Амин». Это значит «Прими, о Аллах». Слово «Амин» – это ответ на мольбу «Прими, о Аллах». Раббаль алямин – Господь миров. То есть «Амин, Раббаль алямин» – это означает «Прими, о Аллах, о мой Господь миров». Раббаль алямин – это имя Господа, это его описание. Аллах в Коране говорит, Асмауль Хусна – это имена Всевышнего Аллаха. Аллах в Коране говорит, у Аллаха есть прекрасные имена, и вы взываете к Аллаху этими именами. Имам Шафи, рахимуллах, говорит, на этот аят ссылаясь, дополнительное вознаграждение получит тот, кто скажет Раббаль алямин и говорит или любое другое из имен Аллаха. Например, если ты скажешь «Гайрил магдуби алейхим валя даллин, амин я дал джаляли валь икрам». Амин я хайю я кайюм, я архамар рахимин, я рахман я рахим. То есть любое из имен Аллаха скажешь, тебе, говорит, дополнительное вознаграждение будет. Но настолько сегодня эту вещь, не знаю, осознавая или не осознавая, просто сегодня мы должны понять, ответ на этот вопрос, он прост.
намного сложнее причина, почему мы к этому пришли. Ответ, говорить можно или нет, вообще без проблем. Это можно говорить, и за это даже вознаграждение бывает. Вопрос намного сложнее, как мы пришли к такому раздору. Сегодня идет целенаправленная работа по уничтожению исламских авторитетов. Вот это суть этого вопроса, понимаете? То есть мы видим плоды, а корень где? Плоды, то, что говорит Раббуль Алямин или нет, это вообще не принцип вопрос. Принцип вопрос, он вот в зерне, вот в корне этого всего. Сегодня идет целенаправленная работа, чтобы уничтожить исламские авторитеты. Для чего? Сегодня есть люди, которые говорят, имама Шафи, вот когда с людьми вот ведешь полемику, да, и говоришь, вот я говорю, например, да, ты не говоришь Раббуль Алямин. Вопрос теперь, я как к тебе должен относиться? Как к своему брату? Даже не то, что Раббуль Алямин, это даже не сунна, это рекомендованная вещь. Даже если амин ты не скажешь, я должен как к тебе относиться? Как к своему брату. Если даже ты намаз не делаешь по шариату, вот ты намаз вообще не делаешь, я все равно должен тебе уважение показать и потихоньку, мягко призывать тебя к важности намаза. Нравом. Ну посмотри, за какой-то Раббуль Алямин я уже тебя ненавидеть хочу, грубо говоря, да? Но суть не в том, когда мы говорим, Раббуль Алямин говорит хорошо, желательно. Да, как сказать, столько есть проблем вокруг нас, важнее, чем эта фраза, да, Раббуль Алямин. Она не является привязанностью, да? Она не является обязанностью, она даже сунна не является, она является вознаграждаемым, рекомендованным делом в намазе. Но проблема не в этом. Если Тимур говорит мне, я не буду говорить Раббуль Алямин. Я могу сказать, не говори, но суть знаешь в чем? Суть в том, что я вот, если теперь мы же как бы самообманом же не занимаемся, если Тимур мне не чужой человек, и я за него переживаю, да даже если я его не знаю, мне интересно другое. Если Тимур просто так решил, без какой-либо углубленной причины не сказать Раббуль Алямин, проблем нету, это наша религия. Он может даже суннат намазы не делать, которые по сути важнее, чем это Раббуль Алямин, да, например. Но я переживаю вот за что. Не считает ли Тимур эту вещь в исламе нововведением? Если он уже предвзято к этому относится, давай теперь чуть-чуть поковыряемся в сердце Тимура и спросим, а в чем вопрос? Почему? Ну, просто между нами, да, откровенно говоря. У него страх, что эта вещь, это заблуждение. А я говорю, а ты знаешь, от кого это происходит? Это имама Шафи. Тут же он говорит, а имама Шафи, ты за пророком следуешь или за имамом Шафи? Вот это такой противопоставляющий такой вопрос. Очень часто подстрекают именно на такой теме. Я говорю, я следую, когда ты вот так вот ставишь ребром вопрос за пророком или имамом Шафи, понятное дело, я следую за пророком. Но я следую за пророком так, как это мне разъяснил имам Шафи. А ты следуешь за пророком, так как это ты сам для себя какой-то вывод сделал. В этом ты уступаешь. То есть у меня преимущество. Просто люди сегодня, посмотрите, вот враги ислама, они как работают? Они прямо не могут ругать этих ученых. Если у них задача есть, если, например, кто-то не любит Тимура, он будет говорить вам, Тимур плохой и так далее, не следуйте. Это будет малоэффективно. Почему? Сегодня мы знаем, суть вербовки в чем? Суть вербовки, чтобы завербованный не понял, что его завербовали. А если человек, например, описывая все качества Тимура, противопоставляя его так хитрым образом пойдет, он ни разу его слова не назовет, его имя не назовет. Но он общество настроит против Тимура. Вот что сегодня происходит с имамами мазхаба. Сегодня ученые, вот возьмем, кто такие имамы мазхаба. Имам Абу Ханифа. Первый имам первого мазхаба. Это человек, который родился в первом веке, в веке пророка, саллиллаху. У пророка, саллиллаху, есть хадис, самые лучшие времена, это мой век, следующий век и следующий век, 3 века. Это самые лучшие времена, говорит пророк, саллиллаху. Он родился в первом веке. Он ученик многих сподвижников пророка, саллиллаху. Сподвижники, это которые пророка воочию видели. Имама Шафи, например, кто? Про имама Абу Ханифа сегодня говорят, он истинный, мы его любим, но в его убеждениях, говорят, есть элементы мурджиизма, а мурджииты это заблудшее течение. То есть, смотрите, что говорят. Не говорят, он заблудший, не говорят, он плохой. Если сегодня на Абу Ханифу кто-нибудь скажет, он плохой, то он будет сразу отвергнут.
обществом. А они говорят, он хороший, но не стопроцентно, да, там какие-то моменты отклонения у него все, то есть подрывают авторитет. Имам Шафи, когда вот эту тему даже Раббуль Алямина затрагиваешь, люди говорят, примитивное мышление. А так делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? То есть вот вопрос, если пророк так вдруг не сделал, значит этот запрет сразу на это идет. Такого правила в исламе нету. Если так сам пророк сделал, то это можно. Если сам пророк так не сделал, то это нельзя. Такого правила нету в исламе. Есть правило, если пророк эту вещь запретил, то на это приходит запрет, и мы говорим, что это запрещено. Если пророк это не запретил, если Кораном, хадисом это не запрещается, это можно делать, даже если пророк сам этого не сделал. Потому что сунной в исламе считаются поступки не только, которые сделал сам пророк. Если пророк умолчал на что-то, вот, допустим, ты перед пророком что-то сделал, он никак это не прокомментировал. Это уже сунной считается, даже пророк, если это не сделал. Многие этого не знают. Просто перед пророком сделали какой-то поступок, он промолчал, это автоматически сунной становится. Потому что пророк это не поругал, не опроверг и не сказал, что это плохо. Даже чужой поступок сунной считается, сунной нашего пророка, если он это не порицал. В исламе есть правило, если пророк не порицал какой-то поступок или ее не отменил, это дозволенная вещь в исламе. Теперь люди говорят, я делаю только то, что делал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Имама Шафи, неужели ты лучше имама Шафи? Он говорит, он мог ошибиться в этом вопросе. Ты просто спрашиваешь, Тимур, а почему ты Раббуль Алямин не говоришь? Не принципиально, я тебя люблю и без этого тоже. Но почему ты решил для себя, что тебе не надо это сказать? Имам же Шафи говорит, что за это вознаграждение даже бывает. Он говорит, я остерегаюсь. То есть его уже напугали, что то, что имам Шафи ему говорит, этого можно остерегаться. Он говорит, я остерегаюсь сомнительного. Неужели поступок, на который указывает имам Шафи, для тебя стал сомнительным сегодня? Сомнительным по исламу это не является. Это в твоем сердце посеяли сомнения касательно нормальной вещи в исламе. Он остерегается почему? Он говорит, имама Шафи, уже пошла ход логика. Имама Шафи пророк? Нет. Ну значит он мог ошибиться. Да, теоретически он мог ошибиться в этом вопросе, уже теоретически, да. Вот так молодежь запугивают, чтобы они, истинные ученые, нам то, что сказали, чтобы мы от них не брали. Знаете почему? Потому что, когда сегодня молодые люди поднимают вопрос новшества, нововведения, давно такая избитая тема, да, вопрос маулида, других каких-то моментов, да, они что говорят? Они приводят довод. Вот в Кумухе где-то неделю назад мы сидели на эту тему беседовали. Они приводят довод, хадис пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в котором говорится, «Куллю бид'атин заляля ва куллю залялятин финнар». Каждое новшество, это то есть то, что не было во время пророка, это заблуждение, и каждое заблуждение находится в аду. Теперь из этого хадиса мы что понимаем, что вытекает? Что любая вещь, которая не была во время пророка, она в аду. Такой же вывод напрашивается, да? Но ученые так этот хадис не толкуют. Даже вот тот же имам Шафи, он что говорит? Он, толкуя этот хадис, говорит, «Куллю ма ахдаса», то, что каждая вещь, которая появилась после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Ва юхалифу китабан ва суннатан», и противоречит Корану и Сунне, «Ва хуа бид'атун заляля». Вот это и есть, что пророк назвал плохим, порицаемым новшеством. То, что появилось, то есть два условия – появилась после пророка и противоречит Корану либо Сунне. И дальше имам Шафи продолжает и говорит, «Ва куллю ма ахдаса, ва ла юхалифу китабан ва суннатан». А каждая вещь, которая появилась после пророка, но она не противоречит Корану и Сунне, «Ва хуа бид'атун махмуда», это одобряемое новшество. То есть смысл же меняется. Но чтобы это пояснение имама Шафия не принимали молодые люди, против него настраивают целенаправленно. И говорят, он же не пророк, он же мог ошибаться. Мы говорим, имам Шафи, это человек, просто о его достоинствах, если перечислять, людям должно стать стыдно, те, кто скажут, что он мог ошибиться в этом вопросе. Да? Хотя теоретически, да. С таким человеком, конечно, не каждый. Не то, что равняться. Ты послушай на секунду, брат. О его достоинствах. Не считая то, что в 6 лет он знал наизусть Коран.
В 9 лет он знал первый вот такой толстый сборник хадисов имама Малика. Он пришел к имаму Малику с его сборником хадисов, сказал: открой книгу, и наизусть от начала до конца рассказал. Имам Малик восторгался его памятью феноменальной. В 15 лет, некоторые ученые говорят, в 13 лет имам Шафии стал муфтием. Ему дали разрешение выносить фатву. Это не в наше джахиль замана, да? Это в то время, когда каждый второй был алимом. Имам Шафии среди них в 13-летнем возрасте выделился над всеми остальными учеными. Это тоже в сторону, если даже мы уберем. Про имама Шафии есть хадис пророка, который напрямую указывает на имама Шафия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: алиму Курейшин ямля уттибака арда ильман. Ученый из моей родословной, из моего рода появится, который своими знаниями заполнит весь этот мир. И все ученые мухаддисы говорят, этот хадис про имама Шафия. Представьте теперь, про него сам пророк сказал, что он великий ученый, который знаниями заполнит весь этот мир. Неужели слова самого пророка в тебе не вызывают успокоения, чтобы ты спокойно за ним следовал? Нет, тебя вынуждают сомневаться в каждой какой-то вещи, которая, по сути, она не является сомнительной. Это просто в твоей голове посеяли сомнения касательно этой вещи. Главное, он сунну не отрицает. Не, суть в том, что имам Шафии, как он сунну знал, люди не то что нашего времени, того времени так сунну не знали. Имам Шафии, человек из рода пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который лучше знал, что такое сунна. И когда он в книге говорит, эта вещь можно делать, даже если ты не сделаешь, хотя бы сердцем, не считай эту вещь сомнительной. Потому что ты, получается, против самого имама Шафия идешь. И даже против пророка идешь, который сам его похвалил и указал, чтобы мы за ним следовали. Поняли же этот момент? Сбербанк, даже онлайн. У тебя есть там твои деньги. Вопрос, лично твои деньги, просто так, за то, что они там, они увеличиваются там? Нет. У тебя сколько там есть, столько ты снимаешь даже. Ты теперь спрашиваешь, они электронные, и они, условно говоря, где-то в банке, кто-то ими занимается. Даже. В этом вопросе ты в грех не попадаешь. Ты соучастником тоже не являешься. Если тебе это не принципиально, это тебе не нужно, ты можешь просто с наличкой ходить. Но если это тебе нужно, ты начисляешь на свою карту и снимаешь столько же, сколько начислил, тебе нет процентов за то, что ты там их годами держал, то ты в грех не попадаешь. Но процент не брать, не ставить. он говорит, даже нет никакого процента. Он говорит о факте вообще того, что твои деньги электронно где-то кому-то... Да, кроме этих денег даже много что можно, например, приводить. Ну да, это... Ты не участник. Да, ты здесь в грех не попадаешь. Как не участвуют, если твои деньги участвуют? Не, это вещь, которую ты не можешь изменить. Проценты кому-то, он там на них проценты. Ответил на твой вопрос, брат? У тебя совесть может быть чиста в том плане, если процентных начислений уже нету, явно чьи-то... Вот это знаешь, грубо говоря, как что? Вот Сейчас, секундочку, я вот до конца этот разберу, и вот здесь еще вопрос был у нас. Ты, если процент не вытащил себе, то есть ты наживу не сделал, ты ни на чем не наживился. Ты свои 10 тысяч закинул на карту, свои 10 тысяч вытащил на карту. Просто в это время банк, пока ты их не вытащил, банк ими пользовался. За это ты не отвечаешь. Даже свидетель, который присутствовал при сделке с процентами, является соучастником. Потому что он соучаствовал в этой сделке. А ты не участвуешь. Вопрос к тебе. Не, вопрос. Вот если он с ним заключает абду рибави, риба делает, заключает на процентах сделку, и мы с тобой как свидетели выступаем в этом и одобряем это все. Мы соучастники. Ты 10 тысяч рублей закинул на карту. Завтра ты их снимаешь. За этот один день, в который твои электронные деньги где-то принимали участие, ты был свидетелем? Ты знаешь, где они участвуют? Я сознательно знаю. Нет, ты конкретно. Мы же говорим о факте. Ты говоришь по теории вероятности. Мы говорим о фактах. Ты участвовал в сделке? Почему теория вероятности? Это
так и есть. Это не теория, вера. Не, смотри, смотри какой момент. Как тебя зовут, брат? Замир. Вот давай такой пример приведу, чтобы чуть-чуть понятнее стало. Вот представь, что у Тимура есть магазин. Если в этом магазине только харамное продается, любые деньги оттуда вытекающие прибыль, это харам, так же? Если только халалное продается, все деньги, которые вытекают, они халал, так же? А если и харам, и халал? Какое решение? Вот смешано, и водку продают, и сигареты, и хлеб, и колбасу, и все. Мне кажется, больше харам будет, если продает то, что ты... Это слово называется вара, набожность. У него это называется малю шубха, сомнительное имущество. Теперь вопрос, мне взять у Тимура деньги в долг, или покупать у него что-то дозволенное, допустим, хлеб иду к нему купить, я же дозволенное покупаю, но у него деньги перемешались с харамной из-за водки, и сигарет и так далее, и так далее. Шариат что мне говорит? Можно покупать халал или не халал? Шариат мне говорит нежелательно. То есть это шубха, малю шубха, это сомнительное имущество. Я могу купить у него это, и это грехом мне не будет, но сомнительно, значит, если я это оставлю и куплю в другом, где полностью халал, мне будет вознаграждение, что я оставил сомнительное. Но если я у него все-таки решил взять, мне за это греха не будет. Вот ты сейчас, Замир, говоришь мне, Мухаммад, тебе у Тимура купить харам, грубо говоря, потому что есть доля вероятности, что греховные деньги тебе попадут. Я говорю, Замир, в исламе помимо харама и халала еще есть нежелательно, желательно. То есть то, что ты так говоришь, это тебе бонус перед Аллахом. Это называется вара. Ты свою набожность показываешь, даже сомнительное для тебя как будто запретное. Но по шариату, если оно только нежелательное, до уровня харама не дошло, то из него искусственно харам делать тоже нельзя. Если ты говоришь, ты правильно будет, чтобы ты мне сказал, у Тимура тебе взять дозволенность есть, но нежелательно, лучше будет у него купить. Но я для себя, ты мне советуешь, решение сделал, у Тимура я не беру, потому что я не хочу сомнительно попасть. Понял же? Вот где фанатизм от вараха чем отличается от набожности? Когда ты сам для себя такое решение принял, хоть не обязан был, это набожность. А когда ты всем навязываешь подряд и говоришь, я не покупаю, вы тоже никто не покупайте. Не, я не тебя имею в виду, я условно говорю. Тогда уже твой варах уже переходит уровень фанатизма. Я пытаюсь просто выяснить, это попадает в сомнительное или в это. Ну вот как ты говоришь, если ты точно знаешь, что ты на сутки поставил, например, есть банковские услуги, которые не обязательно, чтобы там была риба, например, так же? Есть, например, беспроцентные рассрочки, другие. Вообще, это сбербанковская тема, это же очень глубокая тема. И нельзя сказать, что все там харам. Там есть какие-то халалные. Даже если ты уверен, что твои 10 тысяч рублей, которые ты сегодня поставил и завтра собираешься снять, за сутки облетят какую-то услугу, например, да, где-то они будут участвовать, но допускай, что они участвуют и в дозволенном тоже, тебе уже харамом это не будет. Выбора же нет. Выбора у него тоже нет. Тебе харам будет, если ты добровольно дал их на недозволенное. То же самое, что ты ему деньги дал, допустим, в долг, 10 тысяч. Ты если знаешь, что он сейчас на эти деньги что-то сделает запретное, тебе нельзя ему деньги в долг давать. Но если ты допускаешь, может и сделать, может не сделать, ты за это не отвечаешь. То же самое в банке. Ответил на твой вопрос? Вот здесь вот этот наш брат хотел задать вопрос, и потом он там хотели спросить. Вот, допустим, в понедельник я выезжаю. Допустим, отсюда мне надо в Кумух поехать. Я выезжаю в Кумух в понедельник. Это мой день приезда считается. Вторник, среда, четверг – это 3 дня моего сафара, допустимого. И пятница – это должен быть мой день уезда уже. Чтобы мне вот эти 5 дней можно было сокращать, переносить намазы. Если я в дороге прибываю там, хоть месяц, допустим, я еду, допустим, отсюда в Москву надо, или в Хабаровск надо, да, я могу хоть в месяц быть в дороге. Мой конечный пункт, это пункт Б, это Хабаровск, допустим, да, или тот же Кумух. Если я в каждом точке там по сутки, по 2 останавливаюсь, Левашах остановился, Хаджал-Махах остановился, независимо сколько бы ни останавливался, если я искусственно время не тяну, допустим, в машине, то пешком ты вышел, на осле вышел, на велосипеде вышел, да. Твой пункт Б, это
Кумух, допустим. С Махачкалы, условно говоря, ты вышел, у тебя даже если неделю занял этот путь, допустим, ты на лошади скакал или поход где-то палатку разбил, да, сколько бы ни длился, но не искусственно затягивающий путь, да, за неделю ты доехал до Кумуха. В Кумух ты заехал в понедельник. Вот эту всю неделю дороги тоже ты можешь сокращать и переносить, вообще там спору нет. В Кумух ты заехал в понедельник, это твой день приезда. Потом вторник, среда, четверг, это 3 дня твоего пути. И в пятницу до вечернего азана, если ты оттуда выезжаешь, и потом еще неделю тоже будешь обратно в пути. Вот эти все дни тебе можно сокращать и переносить. Но, если ты, как у нас сегодня, за 3 часа в Кумух доехал, в понедельник доехал, вторник, среда, четверг и пятницу хочешь остаться уже, или даже в пятницу до вечернего ты не успеваешь, ты только ночью, ты заранее знаешь, что ты ночью поздно уедешь, тебе вот, как ты в Кумух заехал с понедельника, ни один день сокращать, переносить нельзя. Потому что есть понятие мусафир, есть понятие муким. Какая между ними разница? Мусафиру можно сокращать и переносить. Вот мусафир, условие, чтобы быть мусафиром, это как раз таки, приехал в один день, 3 дня остался, и на этот день ты уезжаешь, вот эти 5 дней. С понедельника по пятницу до вечернего азана, если ты выезжаешь, ты мусафир. Если ты в пятницу, даже чуть-чуть после вечернего планировал изначально остаться, то ты уже никак не мусафир. Как ты в Кумух заехал, ты уже муким, остановившийся. Пункт тебе не 3 дня надо находиться. Пункт 3 дня, не считая день приезда и уезда. Намерение. Изначально, да, когда ты туда едешь, такое намерение должно. Если ты приехал в пункт Б, и тебя обратно в этот же день опять куда-то дорога выезжаешь, у тебя также продолжается. Ты мусафир, да. Если меньше, чем этот, ты мусафир. Но теперь такой вопрос. Если ты заранее ехал в Кумух и заранее знал, что ты больше, чем эти установленные 5 дней, тебе ни один день нельзя, не сокращать, не переносить. Вот как с момента, как ты заехал в Кумух. Но такой момент, допустим, ты планировал в понедельник заехать, в пятницу до вечернего уехать. Наступает четверг. Ты теперь знаешь, что еще на неделю у тебя сафар отложится, вот с четверга ты уже перестаешь сафар. Вот с этого момента ты уже становишься мукимом. Еще один нюанс. Допустим, ты хочешь обновить свой паспорт, да? Ты справку должен отнести, и ты не знаешь, когда тебя дадут. Вот у тебя намерение, вот сегодня дадут мне эту справку, я сразу уеду, короче. Может быть день, может быть 2, ты не знаешь. Вот так ты заехал в понедельник, тебе надеялся, что сразу дадут. Бывает какое-то дело, которое откладывается не по твоей прихоти. Вот так, не зная, сколько затянется, до 18 дней ты можешь это делать. Но условие, что ты вот намерение такое вот получил, уехал, я не затягиваю. То есть не из-за меня сафар затягивается. Если ты заранее не знаешь, насколько ты едешь, но точно знаешь, что приехал в понедельник, ты точно до пятницы не уедешь там, больше пятницы останешься, тогда тоже тебе нельзя. Больше вот этого от понедельника до пятницы только в случае вот с паспортом. Только в таком случае. Но не так, если, например, мне справку дадут, еще 3-4 дня там останусь, тогда тоже нельзя. Понял же откуда, да? Пятничный намаз тебе, если ты если мусафир, со всеми условиями я рассказал, от понедельника до пятницы. Если ты мусафир, пятничный намаз тебе можно не сделать. У тебя в этот пятничный день просто 2 раката обеден, 2 после обеден тоже можно, если тем более мечети нет. Единственный случай, когда нельзя, невозможно пятничный оставить, это пятничный день, если ты выходишь в сафар. Если ты в пятничный день выходишь утром в сафар, и у тебя должна быть уверенность, что в дороге ты встретишь какую-то мечеть, где ты сделаешь свой пятничный намаз. Если эта уверенность нет, то тебе с грехом является выезжать в пятничное утро. Исключением является случай, когда ты в четверг ночью выехал до наступления утреннего азана пятничного дня. То есть, вот опять-таки границы Махачкалы. Один раз у меня был интересный случай, когда у меня был самолет в Москву на 9 или 10 утра. То есть я уже точно знаю, если у меня 9-10 утра самолет, я пятничный намаз в Москве сделать нигде не успею, а выезжаю фактически утром, да? Я, чтобы грех не попасть, я должен был у товарища остаться в Каспийске на ночевку. У него остаться, чтобы я должен стать мусафиром до пятницы, чтобы мне пятничный намаз можно было не сделать. В пятничный день мусафиром я стать не могу, пятничный день пропустить нельзя мне. И получилось теперь, чуть-чуть задержался по работе туда, поздно было, где-то 3 часа, где-то утренний был тогда. И
еле как успел. Получается, азан если прочитают, а я в Махачкале, то уже не получается. Я уже должен этот пятничный день остаться. И в Каспийск заехал где-то за минуты 3-4 до наступления утреннего ваза. И вот 3-4 минуты решила, да, этот. Иначе уже не грех было бы выехать, да, грубо говоря. Вот такой момент. Понял же, наши пятничные? Что сам столкнулся, хочу спросить, вот когда мавлид, например, делаем, ну, которую сумму, чтобы помочь, чтобы сделать мавлид, что-то купить, даю, например, деньги, да? Мне говорят, что это, как бы, деньги ты не должен давать, как бы это на ветер как-то выкидываешь. Нет такого, что как бы. И второй вопрос. Вот возмещаешь намаз пропущенный, тоже нельзя говорить, потому что она не принимается. То, что я делаю пропущенный, категорически, короче, его не надо делать, она не принимается, и то, что для мавлида даешь деньги, тоже Не принимается. Вот здесь тоже вот наш, то, что наш брат, общение не меняйте, наоборот, до этих людей надо донести одну важную вещь. Вот здесь Просто говорят, что нигде не написано, что возмещать нужно намаз. Сейчас скажем. Вот здесь смотрите, братья, очень, особенно молодежь, хочу обратить внимание, которые в молодежных кругах сталкиваются с такими вопросами. Вы обратите внимание, эта тема тоже новшество, даже то, что новое. Вы посмотрите, вот то, что ученые Ахлю Сунна валь Джамаа, то, что наши алимы к чему призывают, и к чему призывают те люди, которые отрицают это все. Вот давайте теперь просто сравнивать. Вот если мы посмотрим все, что они запрещают нам делать, мы придем к тому, что, по сути, это из благих деяний. То есть мы из религии ничего не урезаем. Мы, наоборот, совершаем то, что приветствует наша религия. Чем больше, тем лучше. Смотрите теперь, что они отрицают. Маулид. Что такое маулид? Это вот то, что мы сейчас собрались. У нас маулид, по большому счету, да? Только маулид это выражено тем, что радость рождению пророка, саллиллаху. Маулид это собрание мусульман. Чтение Корана, чтение хадисов, чтение салавата, чтение зикра, чтение тауба, наставления, напоминания, проповеди, коллективная дуа. Это все, что есть в исламе. И имам Шафи говорит, это то, что приносит пользу. Это бид'атун махмуда, одобряемое новшество, которое вознаграждаемое новшество, говорит имам Шафи. На это они говорят нельзя. Например, то, что сегодня путь суфизма к чему призывает нас. То, что идет начало даже от сподвижников пророка, саллиллаху, потому что ахлю суфа были даже еще со времен пророка, саллиллаху. Что к чему призывается в суфизме? Каждое утро и каждый вечер читать шахаду, читать таубу, читать салават, читать зикру. Что еще есть в этой науке? В этой науке есть рабита. Что такое рабита? Рабита это когда ты закрываешь глаза, когда у пророка, саллиллаху, спросили, как нам стесняться Аллаха, когда мы его не видели. Он сказал, стесняйтесь так, как будто вы находитесь перед праведными людьми. И нас ученые, алимы, шейхи учат, вот это состояние, о котором пророк говорил, перед праведниками, как будто вы находитесь. Закрывая глаза, 10 минут, 15 минут, 5 минут, сколько-нибудь, представьте, что перед вами пророк и праведные люди, чтобы ваше сердце более смиренно было. Это нас учит сегодня, ссылаясь на сунну пророка, саллиллаху. Нам это говорят сегодня нехорошо. В ночь на пятницу, с четверга на пятницу, пастора салават читать собирается, призывают сегодня у нас алимы. Эта вещь нету в исламе, говорят, этого не делайте, говорят они. Вот то, что вы сейчас привели пример, да, например, возмещающие намазы. 70 лет ада, говорит, за один пропущенный намаз пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит. Помимо этого возьмите. Вот помимо того, что больше зикра делать, больше ильму читать, больше собираться, больше объединяться, больше салаватов читать, все, что приносит вознаграждение, все, что описано в Коране и Сунне, эти люди нам говорят, не надо делать. Это нововведение. Между азаном и икаматом, зайдите в Махачкале в любую мечеть. Между азаном и икаматом читается Аллаху ла илляха илляху аль-хайюл кайюм, аятуль курси. В хадисе говорится, между азаном и икаматом, если прочитать аятуль курси, огромное за это вознаграждение бывает. Эти люди говорят, ну что, они не делают это все. Между азаном и икаматом в любой мечети в Махачкале читается дуа. Если просто я сейчас открою это дуа, вам перевод сделаю, это самое лучшее, то, что можно на сегодняшний день собрать, самое лучшее дуа. Эти люди будут вот так сидеть, дуа не будут делать. Когда в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорится,
когда имам на мимбар поднялся, это час, когда особо ценно дуа принимается. На каждый пятничный намаз между двумя арабскими хутбами, пока имам садится, читается дуа из Корана. «Роббана ла тузиг кулубана ба'да идh хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал вахаб». Что означает: «О Аллах, после того, как ты наши сердца наставишь на истинный путь, не сбивай их с истинного пути, удержи нас на этом истинном пути и дай нам из твоих милостей и щедрот, поистине ты самый наищедрейший». Вот это дуа, они вот так будут сидеть. Они не будут читать это дуа. Их запугали, что шаг вправо, шаг влево, расстрел, ничего нельзя делать. По факту, все, что наши алимы предлагают делать, это чем больше, тем лучше и дуа, и вознаграждение. После намазов мы читаем, они читают максимум по 33 раза, стоят и уходят. После намаза мы читаем аскары, минут 5 сидят некоторые, читают аскары. За каждый из них какое воздаяние себе бывает, сутками можно рассказывать. Они говорят, это новшество. После намаза мы делаем коллективное дуа. Говорится, если 40 человек делают дуа, среди них один приближенный к Аллаху бывает, дуа которому в любом случае принимается. Они не будут делать. Сегодня пошла мода целенаправленно. До момента дуа они с нами вместе сидят, как только мы руки поднимаем, они встают и уходят. Целенаправленно. Аллах этих людей лишил возможности. Это не они оставили эти поступки. Это Аллах не дает им это все совершать. И они нас обвиняют, что мы разрушаем религию, в то время, когда мы наоборот призываем каждый момент времени чем-то выделить хорошим богослужением. Вот чтение вирдов. Вирды это утром, вечером. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, лучшее деяние, пусть даже в малом количестве, которое делается, но делается систематически. Вот в этой науке тасауфа, очищения сердца, 3 шахады, 100 таубу, 100 салавата, 100 зикр утром и 100 салаватов, 100 зикров, 100 таубу вечером стабильно каждый день призывается читать. Это они говорят, не нужно все это делать. Вот вся практика, все, что наши ученые каждый день говорят, и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Они хотят нас отдалить от богослужения, от хороших вещей. Даже тот же Раббуль Алямин, который здесь упоминался. Что такое Раббуль Алямин? Ты говоришь, прими, о Аллах, или говоришь, прими, о Аллах, о Господь миров. Это сверху ты дополнительное вознаграждение получаешь. И это сегодня говорят нельзя. Каждый алим, кто это призывает, они это тоже говорят плохо. Теперь сравни, вот я каплю в море перечислил, к чему призывают нас истинные алимы, да? На все это они говорят, это новшество. На все это они запугивают, а пророк так делал. А если делал именно вот тогда делал, а если делал именно тогда, именно вот в такой форме делал, то есть лишь бы не сделать, они находят 1000 вопросов. А сами теперь посмотри. Намаз пропустил, не нужно, говорит, возмещать. Даже вот их сам Кастекский говорит, 4 имама мазхаба обязуют возмещать. Но я говорю, что не нужно, говорит, не возмещаются, говорит, они. Теперь вопрос. Намаз пропущенный. Пророк в хадисе говорит, 70 лет в аду за один пропущенный намаз. Они говорят, не нужно возмещать. Потом на обычные носки во время омовения просто сверху протереть, говорит, хватает, омовение получается. И он же сам говорит, все 4 имама мазхаба сказали, что не получается, но я говорю, что получается. Говорит. И теперь смотри, что он делает. Противопоставляет, говорит, потому что есть хадисы, что некоторые сподвижники так делали. Теперь смотри, в голове молодого человека он противопоставляет имаму мазхабов и сподвижников, как будто одни другим противоречили. Хотя это абсурд. Никогда сподвижникам имамы мазхабов не противоречили. Имамы мазхабов, они строились на словах сподвижников. Ни один из молодых людей, который вот так омовение делает, не задается вопросом, а во время какого сподвижника вообще были вот такие носки? Покажите да, имя одного сподвижника, кто вот такие носки носил вообще. В книгах по шариату, по фикху, называется это масхуль хуфейн. Хуфейни переводятся как кожаные плотные носки. В нашем масхабе-то более как бы просто, если в них их можно одеть на улицу выйти, они засчитываются для масху. В мазхабе Абу Ханифа вообще у них строгое условие, они должны вообще стоячими быть. Если они просто вот так разваливаются, как обычно, уже не получается. В их мазхабе они плотные, как чуть ли как сапожки не должны быть. Они, говорят, сподвижники делали, говорят, на обычные носки, говорят, это масху. Молча вот так заблуждают людей. Ну какой сподвижник носил вот такие тряпочные носки, покажите его. Это можно. Теперь сколько молодых людей вот на носки, делая омовение, делают вот так намаз, ни одно омовение, ни один намаз не засчитывается. За это кто будет отвечать? Теперь пропущенные намазы можно, говорит, не делать. За эти пропущенные намазы, за один 70 лет в аду, за это кто будет отвечать?
ученых алимов считать, а этот мог ошибиться, то есть ты две буквы из ислама не знаешь, но ты уже обсуждаешь, какой из имамов в чем ошибся, этот здесь мог ошибиться, этот там мог ошибиться. Мусульман фактических называют многобожниками, мусульман фактических называют неверующими, мусульман фактически называют ученых алимов, считают, тут этот ошибся, у него здесь акида была неверна. Теперь сравните, что с чем мы сравниваем. И теперь то, что нам ученые алимы предлагают, это вредит исламу, да? Чем больше салаватов, зикру, таубу целыми днями читает, на что пророк указал. Это все, говорят, разрушает религию. А то, что они вот это все делают, религию не разрушают, что ли? Захватывать роддома, захватывать больницы, взрывать женщин, взрывать детей, взрывать полицейских. Это кто дозволил? Это же их убеждение. Это их ученые, начиная с Мухаммад ибн Абдуль-Вахаба, это их ученые дозволили по шариату. Никто из молодых людей это не обсуждает. Никто из молодых людей не говорит, на каком основании люди, которые последователи этого Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, потому что он был фактически, кто дозволил проливание крови. Когда захватывали в Буйнёновске, Буйнакке, там тут роддома, когда взрывали вот эти террористические акты делали, это же одного убеждения люди. Почему они это не осуждают сегодня? Они говорят, сегодня закрыть глаза, представить пророка вокруг сахабов, вокруг шейхов, это, говорит, многобожие. Пророк нам говорит, если ты хочешь Аллаха стесняться, но так как ты не можешь Аллаха видеть, представь, что ты возле праведных людей находишься. Они нас обвиняют в ширке за то, что мы следуем заветам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Каждую вещь вот так анализировать, сравнивать, они умудряются преподнести, что мы, наоборот, чрезмерно, не просто 5 намазов в день, а еще больше благих деяний, зикров, салаватов, хороших, совершили как можно больше вещей. Они говорят, это разрушает, говорит, нашу религию. А без омовения намаз совершать и не возмещать пропущенный намаз, это не разрушает нашу религию. Настолько вот они смогли вот так внедриться и вот так завербовать молодежь. На маулид, говорит, кто, как ты сказал, да, кто деньги дал, это, говорит, на ветер. Обоснуй. Как это? Как можно? Чем он аргументирует? Маулид что такое? Что такое маулид? Возьми, убери это слово. Само что такое маулид? Это мероприятие, вот вначале же я сказал, в хадисе пророка говорится, одно хорошее мероприятие смывает 1000 плохих грехов, 1000 плохих мероприятий. Мероприятие, где Аллах и его посланника упоминают, ангелы, говорят, заполняют своим присутствием эти места. Столько хороших вещей, и теперь ты, нельзя обязывать тебя деньги туда тратить, потому что вот без денег же можем вот так собраться. Но если ты хочешь теперь садака сделать и что-то от себя, если добровольно ты делаешь, он говорит, не делай, потому что и садака не хочет, чтобы ты делал, и вот это мероприятие, чтобы хорошее состоялось, тоже он не хочет. Вот его цель какая. Вот то, что ты говоришь, брат, если человек уже вот чрезмерно то, что обязательно нету, как обязалово делает, пакеты. Если он от души раздает, это уже от намерения зависит. Если он от души это делает, какой бы ни было, садака это будет. Но если он уже считает, что без этого прям ничего не засчитается, там, или то, что не обязательно, он обязательно уже делает и говорит, без этого нельзя, маулид не принимается, тогда мы скажем, что это чуть чрезмерность, это радикальность. Там без этих столов, без этих пакетов маулид тоже просто Аллаха восхвалит, пророка благословит, маулид засчитывается. И бывает, наши тетки, дядьки начинают, нет, там обязательно нужно барана тоже порезать, обязательно всем пакеты тоже надо давать. Мы скажем, что это не обязательно, это не нужно делать. То есть мы должны все называть своими именами. Если поднимают на уровень обязательного, мы должны сказать, это не обязательно. Ответил на ваш вопрос, да, Али?